Учитель пред именем Твоим. В этой рубрике мы по традиции рассказываем вам об учителях, педагогах, посвятившим свою жизнь делу воспитания и обучения подрастающего поколения. На этот раз мы посетили школу номер 4 города Шали, чтобы познакомить вас с учителем истории и обществознания Дакаевой Зарган. В Доме профсоюзов состоялся ежегодный 7-й расширенный пленум Республиканского совета профсоюза образования. На повестке дня стоял вопрос о состоянии социального партнерства в современных условиях и мерах по его укреплению. В рубрике «Профответ» профсоюзные юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. В Доме профсоюзов состоялся ежегодный 7-й расширенный пленум Республиканского совета профсоюза образования. На повестке дня стоял вопрос о состоянии социального партнерства в современных условиях и мерах по его укреплению. По традиции Республиканский совет профсоюза к концу года подводит итоги той работы, которую они проделали, и определяет основные задачи на предстоящий год. Но на этот раз, в конце прошедшего года, на пленум мы вынесли исключительно важный и злободневный для нас вопрос, связанный с укреплением и развитием социального партнерства. Во-первых, мы этот вопрос, в принципе, давно не обсуждали, не выносили к себе на такие форумы. А с другой стороны, очень важно было подвести какие-то итоги взаимодействия с работодателями, определить, так сказать, то положительное, какие моменты надо обратить внимание, чтобы и дальше эти отношения развивались. Ну и, наконец, надо понимать, что без социального партнера, без работодателя, без руководителя образовательного учреждения профсоюз не может решить свою основную задачу, связанную с защитой прав и законных интересов членов нашего профсоюза. Вот исходя из этих посылов, значит, вот мы обсудили этот, повторяю, очень важный для нас вопрос на пленарном заседании Республиканского совета. В работе пленума приняли участие помощник главы Чеченской Республики Тимур Алиев, депутат парламента Бекхан Хасбулатов, представитель Комитета правительства по дошкольному образованию Асламбек Джунаидов, председатель Федерации профсоюзов Хусейн Салтагиреев, помощник министра образования и науки Абдурахман Каимов. На этот пленум откликнулись и пришли поучаствовать в нем представители главы правительства, значит, нашей республики, парламента, наши основные социальные партнеры Министерства образования и науки, а также Комитет по дошкольному образованию. В целом состоялся конструктивный разговор. Мы пришли к единому мнению, что, в общем-то, наши отношения и дальше развивать надо и укреплять надо. Повторяю, без этого эффективности в работе в целом и нашего профсоюза, и вообще улучшения социального климата в коллективах добиться невозможно. Также участниками пленума явились начальники районных управлений образования, директора школ, заведующие дошкольными образовательными учреждениями, профсоюзные активисты. На состоявшемся заседании пленума обсуждались вопросы о дальнейших планах профсоюза, а также проводились итоги прошедшего года. Есть такая непонятная у нас проблема, связанная с разницей оплаты труда педагогических работников. В одном районе она, скажем, одного уровня, а вдруг почему-то в другом районе я имею в виду средняя заработная плата, в другом, значит, другого уровня. Вот эта диспропорция нас несколько смущает. Мы хотим разобраться и вместе с нашими работодателями, вместе с руководителями образовательных учреждений, я думаю, примем соответствующие меры, чтобы такой значительной разницы между оплатой труда не было.
поскольку учитель и, скажем, в Ведено, и Тумкане, и в Шатоевском районе, и в Ачхой-Мартане, все работают по одним правилам, все работают, так сказать, на одних условиях, так что, чтобы разница была, не должна быть. Я понимаю разницу между, скажем, северными районами России и нами, поскольку там в северных районах какие-то есть доплаты, надбавки, связанные с природными условиями, в которых они там работают. У них там оклады, зарплаты гораздо выше. Но то, что у нас такая разница, это нас несколько смущает, и мы рассмотрели этот вопрос тоже у себя на пленуме и решили разобраться в этом вопросе. По завершению пленума состоялось торжество награждения победителей 4 конкурсов, проведенных в рамках Года профсоюзной организации, а также социальных партнеров. И первое место видеоролика заняла ТОШ номер 56 города Грозного. По словам Хизира Герзелиева, такие встречи очень важны и значимы для дальнейшей и плодотворной работы профсоюза. Имею ли я право на учебный отпуск с сохранением средней заработной платы, если я уже имею высшее образование по программе бакалавриат, а в настоящее время получаю образование по программе магистратура? Бакалавр – это выпускник вуза, получивший фундаментальную подготовку без какой-либо узкой специализации. И это первая ступень высшего образования. Магистратура – следующая ступень высшего профессионального образования после бакалавра, позволяющая углубить специализацию по определенному профессиональному направлению. То есть это не второе высшее образование, а продолжение первого. Поэтому право на учебный отпуск с сохранением средней заработной платы у вас, несомненно, есть. Более того, работодателю вменена обязанность предоставлять работнику дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка при получении первичного высшего образования по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Эта норма закреплена в 173 статье Трудового кодекса Российской Федерации. Каждый ли педагогический работник должен обучиться в специальном центре навыкам оказания первой помощи с выдачей удостоверения? Должен ли работник производить какую-либо оплату за это обучение? 3 июля 2016 года в Закон об образовании в Российской Федерации внесены изменения, в соответствии с которыми предусматривается обучение педработников навыкам оказания первой помощи. Исключение из данного правила не предусмотрено, поэтому обучению подлежат все педработники организации. А в соответствии с действующим законодательством, обучение навыкам оказания первой помощи не нуждается в документальном подтверждении. Тем не менее, по решению образовательной организации педработникам могут быть выданы документы, подтверждающие прохождение данного обучения. Поскольку квалификационные требования к должностям педработников в связи с введением в закон указанной меры не изменились, то проходить такое обучение в рамках повышения квалификации не обязательно, хотя в дальнейшем такое требование может появиться. Обучение педработников навыкам оказания первой помощи осуществляется за счет средств образовательной организации. Обязан ли заместитель директора школы иметь управленческое образование? Требования квалификации заместителя руководителя образовательной организации сформулированы в едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года за номером 761-Н. В соответствии с вышеупомянутым документом, заместители директоров школ, так же как и сами директора школ, должны иметь высшее профессиональное образование по направлениям подготовки: государственное и муниципальное управление, менеджмент, управление персоналом и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет, или же высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики, а также стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. В этой рубрике мы по традиции рассказываем вам об учителях, педагогах, посвятивших свою жизнь делу воспитания и обучения подрастающего поколения. На этот раз мы посетили школу номер 4 города Шали. Школа – это важный элемент образования в современном обществе, формирующий у школьников базовые знания и навыки.
На протяжении жизни каждый человек имеет дело с учителями, наставниками, и от них многое зависит. Учитель не профессия, учитель – призвание. Сегодня мы познакомим вас с учителем истории и обществознания Дакаевой Зарган Мамедовной. Права и свободы человека подразделены на 4 части, да? В 1991 году Зарган окончила юридический факультет Тюменского государственного университета. По окончанию вуза начала работу по специальности в органах внутренних дел. Стать юристом была ее заветной мечтой детства. И проработав в этой сфере 2 года, осознала, что в этой профессии себя не видит. В 1999 году меня потянуло обратно на родину. А в это время у нас здесь была очень, можно так сказать, напряженная обстановка. Я тогда подумала, что я могу принести какую-то пользу здесь, в Чечне. Я не пожалела, что я приехала. Я себя в 2005 году нашла в педагогической сфере. Зарган Мамедовна в 2005 году начала работу заместителя директора по воспитательной части, а спустя 7 лет единогласным решением коллектива была избрана председателем правкома. Также с 2011 года является депутатом городского совета города Шали. В этой сфере также я нашла себя. Всю себя я сейчас, свою работу полностью переключилась именно в эту работу. Очень нам, можно так сказать, как бы трудно нам не было, все равно мы выходим из любой сложившейся ситуации. В мои обязанности входит помочь учителям в разрешении тех или иных возникающих вопросов. Например, их у нас в последнее время возникает очень много, требующие оказания юридической помощи. Также в тех или иных спорных вопросах мы стараемся помочь своим учителям в разрешении тех или иных вопросов, которые у них возникают, можно так сказать, касающие коммунальных услуг, спорные вопросы, которые, да, также и профессиональной деятельности у нас очень много возникает вопросы. Скажите, пожалуйста, какие права мы можем отнести к личным правам? Такая. Право на образование. Зарган Мамедовна сона ёж шишоханю цотрон история обществознания. Зарган Мамедович одик объяснять дотрон клета дотрон. Со экзамене шукушер аса обществознания хажно сун и предметика ха сун издатиру алхета все 100%. Иш духуман алмегарду Зарган Мамедовна гляц сун суна ирс этобол шкададол дахар дикрет дал этоболсон. Так, домашнее задание напишите, пожалуйста, тот же параграф, который мы сегодня проходили, это 27-й параграф. С Зарган Мамедовной мы уже знакомы 2 года. С 9 класса она преподает нам предметы истории и обществознания. Она очень хорошо знает свой предмет, доходчиво объясняет. На каждом уроке с ней очень интересно. Она для нас как вторая мать. Мы ее очень любим. Современный педагог должен выявлять самые лучшие качества, заложенные в душе каждого ребенка, поощрять детей, чтобы они получали радость от приобретенных знаний, чтобы после окончания школы они четко осознавали свое место в обществе. Зарган в школе был дик ханю, зарганца о дик балхбина, был зарган шамаса дикчке гейта гейтин, шибал таларвашу, ишти был таларваш хильч. Иш дик ибеллу хельч ала о коллективу решение на правком кюгалку харжна о этой школе. Отболца о деклару шушу Зарган хехарку хиларсов председатель правком хиларсов депутат районного совета. Шинт один лукште масса аур деклару шадикоч айошу Зарган шибалхс. Зарган Мамедовна и я, мы работаем вместе около 10 лет.
Зарган сама по специальности юрист, и в школу она, можно сказать, пришла случайно совершенно, но, как ни странно, оказалась на месте. Человек, она светлый, контактный, общительный, она умеет контактировать с взрослой аудиторией, может контактировать и с детьми. И не зря она преподает обществознание, истории. Это предметы, где больше надо контактировать с людьми. И когда у нас стал вопрос о выборе профкома, перед нами вообще не стоял вопрос, кого выбрать. Мы сразу все, как единогласно, выбрали Зарган. И все при этом плюсы были при ней. Она и юрист, она и общественник, она и характером человек очень контактный, добродушный, улыбчивый, притягательный. Ну, если судить о ее работе, оценку можно дать только положительную. Я не говорю насчет учебы, слабый, а насчет того, что вот это активный борцы. Зарган Мамедовна умеет всегда поднять настроение коллективу. Работа наша очень сложная, трудная. Вы, наверное, знаете, в курсе. Радостных дней, ну, сказать, праздников очень мало. А Зарган Мамедовна умеет нам создать вот эту праздничную обстановку и на работе, и даже дома. А вот насчет дома скажу следующий случай. 2015 год, Новый год. Ну, не знаю, как для других, для меня это такой печальный праздник. Год уходит, на год стареем, да, вот такие проблемы. И вот вечером сидим в комнате, грустно, ну, нет такой праздничной обстановки, вдруг шум во дворе. Ну, что, интересно, что там, выхожу, а там Дед Мороз со Снегурочкой. К нам во двор заходят, детей собрали, выстроили их в шеренгу, каждый рассказывает стихотворение или что-то, она им задает задание, вручает маленькие призы, и более того, и нам принесла призы. И кто же Дед Мороз? Дед Мороз Зарган Мамедовна, а Снегурочка завуч нашей школы Абдулаева Айшат Абдулаевна. Ну вот приятный момент. И вот такие приятные моменты она может нам создавать всегда. Для учителя очень важно никогда не останавливаться на достигнутом, а обязательно идти вперед. Ведь труд учителя – это великолепный источник для безграничного творчества. Не каждому человеку, не каждому учителю удается стать тем, кого полюбят дети, стать тем, кого будут слушать с предельным вниманием, сидя за школьной партой. Именно посвятив всего себя этой непростой профессии, можно заслужить такую любовь и уважение. Мне очень нравится работать на этом, можно так сказать, посту. Учителя с доверием относятся к профсоюзу. Может быть, это большая заслуга нашего лидера, Хизер Магомедовича Герзелиева, который делает все возможное, невозможное, помочь нам, помочь профсоюзу. Было бы очень сложно нам работать в этой сфере деятельности, если бы у нас не был бы такой лидер. Учитель в любой ситуации должен быть честным со своими учениками, находить с ними общий язык, понимать детские проблемы и, естественно, должен в совершенстве владеть своим предметом, уметь сделать каждый свой урок интересным, результативным, а главное – запоминающимся.